1 января началось постепенное повышение пенсионного возраста. Какие изменения ждут северян? Свыше 2200 вызовов. Станция скорой помощи в Якутске в праздничные дни работает в усиленном режиме. Новогодние каникулы на лыжной трассе. Жители Алдана предпочитают активный отдых на праздниках. Вы смотрите новости, в студии Екатерина Карпухина. Здравствуйте. Российский турист погиб на острове Самуи в Таиланде, спасая тонущую дочь. Трагедия произошла в среду, когда приехавшая на отдых российская семья из 4 человек отправилась купаться в море. Несмотря на выставленные на пляже красные флажки, запрещающие заходить в воду. В это время в Сиамском заливе уже поднялось волнение, вызванное формировавшимся в Южно-Китайском море тропическим ураганом Пабук. Мужчина, вытаскивая дочь из глубины, утонул. Мощнейший за последние 57 лет тайфун Пабук обрушится на регион сегодня. Из-за приближающегося урагана десятки тысяч туристов уже покинули некоторые популярные таиландские острова и курорты на юге королевства. В Магнитогорске завершилась поисково-спасательная операция. Людей под завалами не осталось. Об этом сообщил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян. По его словам, работы на месте обрушения переходят в инженерно-строительную стадию. Напомню, что утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома. 39 человек погибли. Следственный комитет страны рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии произошедшего. К другим темам. Дмитрий Медведев утвердил план законопроектной деятельности Кабинета министров на 2019 год. Инициативы коснутся таких сфер, как здравоохранение, соцподдержка граждан, функционирование пенсионной системы, труд и занятость, сельское хозяйство, образование, культура, банковская деятельность и другие. В частности, как следует из плана, будут разработаны инициативы по совершенствованию мер административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, ликвидационные процедуры финансовых организаций, а также инициативы по созданию независимой системы досудебного урегулирования споров по жалобам заявителей саморегулируемыми организациями оценщиков. С 1 января началось постепенное повышение пенсионного возраста, которое продлится до 2023 года. Утвержденные в соответствии с законом изменения закрепляют пенсионный возраст на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Тему продолжат наши нюрнбергские коллеги. На первом этапе изменения затронут мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения, то есть тех, кому в 2019 году исполнится 60 и 55 лет соответственно. С учетом переходных положений они получат право выйти на пенсию во второй половине 2019 года или в первой половине 2020 года в возрасте 60,5 и 55,5 лет. Я лично против повышения пенсионного возраста, потому что есть люди, которые уже вот-вот должны выйти на пенсию. Их, конечно, это очень огорчило. Мне это совсем не нравится, потому что у меня мама также на следующий год в марте месяце должна уходить на пенсию, но в связи с пенсионной реформой пенсию, получается, переносят на полгода позже. Я против, например, что повышали. Или как-то мы привыкли. Может быть, правильно. Что касается граждан, проработавших в районах Крайнего Севера не меньше 15 лет, имеют право выйти на 5 лет раньше, чем по России. Не будет повышаться пенсионный возраст и для женщин, родивших 2 и более детей, со стажем работы в районах Крайнего Севера не менее 12 лет. Есть еще категория граждан, которых увеличение возраста не коснулось. Наши шахтеры, наши энергетики, те, кто имеет вредный стаж, их увеличение возраста не коснулось никак. Что касается северян, при наличии 15 календарных лет северного стажа также на 5 лет они имеют право выйти раньше на пенсию, чем по России. Наших северных женщин, имеющих 2 детей, не коснулось увеличения пенсионного возраста. Им достаточно 12 лет северного стажа, и право выхода на пенсию у них будет в 50 лет. Право выхода на пенсию имеют досрочно мамы детей-инвалидов или папы детей-инвалидов. Может сложиться такая ситуация, что в семье 2 детей, и мама, имеющая северного стажа 12 лет, имеет право пойти на пенсию в 50 лет, как мама 2 детей. Если один ребенок инвалид, то папа имеет право в 55 пойти на пенсию, как папа ребенка-инвалида.
Гражданам из числа малочисленных народов Севера право выхода на социальную пенсию также сохранились, но указанная пенсия не будет выплачиваться в период осуществления работы или иной деятельности. Требования прежние – достижение возраста 55 и 50 лет соответственно. Постоянное проживание в районах проживания малочисленных народов Севера на день назначения пенсии. Сергей Козюра, Тамара Игнатьева, Нерюнгри. В разгаре новогодние праздничные дни, однако не для работников станции скорой медицинской помощи Якутска. Они продолжают работать в круглосуточном режиме. Репортаж Александра Зубехина. Около 600 звонков в день, а не 300, как это было раньше. Всего за первые числа января диспетчеры приняли 2230 вызовов. Из них 146 к лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. В первые дни Нового года помощь потребовалась 640 детям. И это связано, во-первых, с пищевыми нарушениями, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, обострениями хронических заболеваний и также с употреблением алкоголя. В общей сложности увеличение вызовов на 30-40%. Сейчас в праздничные дни задействовано 25 бригад скорой медицинской помощи, а не 24, как это бывает в обычные дни. Под каждую бригаду прикреплен автомобиль. Их работы помогают контролировать современные компьютерные технологии. Фельдшер-диспетчер принимает вызова, автоматически вызова поступают на монитор фельдшера-эвакуатора. Если бригада находится на станции, я вызываю бригаду уже по селектору. Если бригада находится на вызове, я смотрю на карту города, вот у нас второй монитор есть, и уже смотрю, где у нас рядом расположена бригада, и передаю ему вызов. Сейчас на помощь работникам станции скорой медицинской помощи пришло новое оборудование и программное обеспечение, которое сейчас проходит тест. Благодаря ему бригада скорой помощи на выезде сможет снимать показания кардиограммы на месте и, не теряя времени, отправлять данные по сети интернет в оперативный отдел, где более опытные специалисты смогут принять верное решение по конкретной ситуации. Александр Зубехин, Григорий Николаев, Якутск. Работать в праздники приходится и дорожным службам Якутии. На улицах Ленска снегоуборочную технику можно было увидеть в первые январские дни. Дорожные службы работают в обычном режиме. Техника не выходит на уборку дорог и тротуаров только при низких температурах, когда столбик термометра опускается ниже отметки 35 градусов. В остальное время следом за снегопадом выходят грейдеры. Урдел зажег новые звезды якутской эстрады. 5-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Урдел» проходит в столице республики. На месте работает наш корреспондент Саргалана Федорова. Саргалана, расскажите, как проходит церемония и кто может стать обладателем заветных статуэток? Приветствую, Екатерина! Сейчас на сцене звучат лучшие якутские хиты 2018 года. А в 7 часов пройдет большой концерт с участием всех номинантов премии. А именно победителей, кому вручат статуэтки, остаются в тайне до последних минут. Статуэтки получат те артисты, чьи песни лидировали на протяжении года в хит-параде якутского радио. В течение 4 месяцев якутяне голосовали за любимых исполнителей. Из 48 популярных песен в финал попали 24 песни. Среди номинантов есть и уже полюбившие многими исполнители, которые принимают участие в проекте уже несколько лет. Есть и молодые, начинающие исполнители. Стоит отметить, что с каждым годом проект вызывает все больше интереса у зрителей. Уже к середине декабря все билеты на гала-концерт были раскуплены. А в этом году организаторы проекта подготовили уникальное шоу под названием «От архаичности к современности». Много интересных и неожиданных сюрпризов. И организаторы надеются, что все это запомнится зрителям надолго. Екатерина. Спасибо. Я напомню, что это была Саргалана Федорова. И в продолжение музыкальной темы якутский исполнитель Киджа прошел финал конкурса «Новая звезда» на телеканале «Звезда», где он выступил с песней собственного сочинения «Остума». Главный победитель получит крупный денежный приз на развитие собственной карьеры. Одного победителя выберут судьи. Судьба второго в руках телезрителей. Масштабное голосование уже открыто. Проголосовать за понравившегося участника вы можете на сайте «Звезды», а также по телефону, отправив СМС с уникальным кодом конкурсанта на номер 1880. Голосование продлится до 23 часов 59 минут по московскому времени 12 января. У Киджи номер Z14.
джа-джа-джа-джа-джа. И где-то там осень зовет меня. Прямо джа-джа-джа-джа-джа. Мой каменный город в лучах огня горе. Как провести самые длинные выходные с пользой? Для многих алданцев предпочтителен активный отдых. Все подробности далее. Чем заняться на выходных и где провести зимние каникулы? Над этим вопросом школьнице Ане Глотовой задумываться не нужно. Конечно же, на Радиогоре, на трассах Центра подготовки лыжников. Впервые на лыжи Аня встала дошкольницей. И все свободное время она посвящает спорту. Я люблю ходить на лыжи. Нравится приходить на выходных, на каникулах. На тренировках очень нравится. Лыжный спорт для Глотовых не просто семейное увлечение. Взрослым и детям есть чем гордиться. В семейно-командной копилке немало побед на соревнованиях различных уровней. В детстве сам занимался, сейчас племянник занимается почти на профессиональном уровне. Дочь вот приучил тоже, на лыжную базу ходит, занимается. Отец все время занимался лыжами. Любим, по выходным всегда гуляем. Александр Глотов, как и его дочь, впервые вышел на лыжню совсем маленьким. На Радиогоре прошли его детство и юность. Правда, тогда трассы имели вид совсем другой, да и условия тренировок были иными. Лыжный спорт в Алданском районе был популярен всегда, однако несколько десятков лет назад о многих сегодняшних реалиях спортсмены и не мечтали. Сейчас тем более такие условия для занятий, нам бы в свое время такое. В первые дни наступившего года, когда салаты и конфеты еще не съедены, но уже не привлекают, для многих нет ничего желания отдыха активного. Пройтись по трассе, преодолеть очередной подъем и стремительно спуститься вниз. Лыжные прогулки выбирают десятки семей. Отсутствие лыж вовсе не проблема. При Центре подготовки лыжников работает прокат. У нас все-таки Алданский район – это зимний вид спорта развивается, поэтому на сегодняшний день у нас очень популярность набирает, это лыжный вид. Поэтому у нас прокат работает все практически дни праздничные, которые на Новый год. Через пару дней Центр подготовки лыжников примет гостей. Январские каникулы в Южно-Якутском уголке любят проводить жители всей Якутии. Гости у нас бывают город Нерингри, с Якутска очень любят приезжать, так как у нас снега очень много. И, соответственно, все города Алдана и района приходят кататься на лыжах. В первые дни января на трассах лыжники есть всегда. Спортсменов и поклонников лыжных гонок не останавливают даже сильные морозы. В наступившем году здесь особенно оживленно. Январские каникулы выдались щедрыми на сравнительно теплую и мягкую погоду. Татьяна Вахнина, Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше новостей на наших информационных порталах як24.ру и nvk-online.ru. Оставайтесь с нами.